الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. Хвала Аллаху Субханаху ва Тааля, по милости которого мы вновь собрались в нашей мечети для изучения Его Писания, для изучения книги Аллаха Субханаху ва Тааля, Корана, который является гуда, верным руководством для богобоязненных, и Писанием, руководствуясь которым, и лишь им руководствуясь, люди способны обрести счастье как в этом мире, так и в следующей жизни. Альхамдулиллях, мы возвращаемся к нашим урокам по тафсиру, по толкованию Корана. И остановились мы с вами на суре Лукман. По милости Аллаха Субханаху ва Тааля в том году прошли такие суры, как Юсуф, затем суру Аль-Кахф, и почти завершили суру Лукман. Осталось у нас всего страница, иншаллах. И после завершения суры Лукман у нас уроки не остановятся, конечно же, мы дальше продолжим толкование выборочных сур из священного Корана, иншаллах. Возвращаясь к нашему уроку, к суре Лукман, остановились на 28-м аяте. На 28-м аяте, который звучит «Ма халькукум валя ба'thукум илля канафсин вахида, инна Аллаха сами'ун басир». Воистину, ваше сотворение и воскрешение после смерти всех вас, оно все равно, что воскресить одного из вас. Воистину, Аллах слышащий, видящий. Аллах Субханаху ва Тааля указывает на свое могущество. То, что Ему все равно, что воскресить все человечество после смерти, это одинаково все равно, что воскресить одного из них. Аллаху Субханаху ва Тааля ничто не составляет никакой трудности. И в продолжении этой темы воскрешения и указание на свое могущество, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, 29 аят суры Лукман, отсюда мы и начинаем. «Алям тара анна Аллаха юлиджу лейля фин нахари, ва юлиджу нахара фил лейл, ва саххара шамса вал камар, куллун яджри иля аджалин мусамма, ва анна Аллаха бима та'малуна хабир». Аллах Субханаху ва Тааля говорит, разве ты не видишь, что Аллах удлиняет ночь за счет дня и удлиняет день за счет ночи. И Он подчинил солнце и луну, каждый из них движется до определенного срока, и Аллах знает о том, что вы совершаете. Аллах сведущ о том, что вы совершаете. Разве ты не видишь, что Аллах юлиджу лейля фин нахар, как бы вводит ночь в день и день в ночь, и подчинил солнцу и луну, и Он знает то, что вы совершаете. В толковании этого аята ученые говорят, что этот аят является продолжением той мысли, которая была в предыдущем аяте. Предыдущий аят указывал на то, что Аллах Субханаху ва Тааля способен воскресить все человечество после смерти, то есть изменить их состояние с мертвого на живое. И ему это никакой трудности не приносит. И в доказательство своего могущества Аллах Субханаху ва Тааля говорит, разве вы не видите, что Аллах, Он делает куда более величественные вещи. Он сменяет день ночью, а ночь днем. То есть Он распоряжается всеми движениями во Вселенной. Лишь по Его воле наступает день, лишь по Его воле наступает ночь. И, несомненно, тот, кто способен сотворить такие величественные объекты, как небеса и землю, и распоряжаться ими, распоряжаться ходом времени, дня и ночи, он, несомненно, способен и воскресить людей после смерти. Его могущество безгранично.
Возвращаясь к самому же аяту, Аллах Субхану ва Тааля говорит: разве ты не видишь? Это обращение не к кому-то конкретному, но подразумеваются мушрики, многобожники и неверующие. И вопрос этот является порицающим. Как порой мы даже между собой общаясь, разговаривая, рассуждая на какую-то тему, если узнаем, что наш собеседник не понимает, не знает этого, мы говорим: ты что, этого не знаешь? Ты что, не понимаешь этого? И как бы порицаем его за то, что он не понимает, не знает такие элементарные вещи, возможно. И этот вопрос порицающий в этом аяте, служит той же цели. Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к неверующим и многобожникам, мушрикам, говорит: разве вы не видите? Вы что, не видите, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он вводит ночь в день, и день вводит в ночь. Юлиджуль лейля фин-нахар. То есть Аллах Субханаху ва Тааля говорит: вы смотрите, наблюдаете за этим днем и ночью, но вы не видите того, что кроется за всем этим. А это Творец всего сущего. Творец этих вещей и тот, который управляет ими. И к этому в пример можно привести некоторых представителей современных наук. Астрономии, также у нас физики, которые изучают небесные тела, которые изучают космос и те явления, которые там происходят. Они изучают, делают какие-то определенные открытия о небесных телах, о их назначении, о их скорости, о их составе и так далее, изучают планеты, они видят, смотрят в телескопы и в различные приборы, но при этом что они не делают? Они смотрят, но не видят. Чего не видят? Они не видят Творца, который все это сотворил. Они не веруют в Творца, который все это создал. И в этом аяте также Аллах Субхану ва Тааля: разве вы не видите? То есть вот эти события, которые каждый день происходят перед нами, смена дня и ночи. И что здесь Аллах Субхану ва Тааля еще описал? Он вводит день в ночь. То есть день не наступает, как будто включил светильник, включил включатель, светло стало, выключил, резко темно. Нет, она постепенно сменяется, у нас это день с ночью. И эта смена дня и ночи является знамением и доказательством также милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Является знамением, ведь никто помимо Всевышнего Аллаха не способен никак повлиять на это. Все творения вместе собравшись, вне зависимости от того, как далеко они продвинулись в своих научных открытиях, в технологическом плане, они не способны ни на секунду приблизить день, либо же ни на секунду сделать день длиннее. Вот сейчас у нас период, когда дни становятся короче, ночи становятся длиннее. И никто на всей планете, вне зависимости от его могущества и величия, он не способен на это повлиять. Может, ему бы не хотелось, чтобы зима наступала, не хотелось бы, чтобы дни укорачивались, солнце уходило, но мы ничего с этим поделать не можем. Лишь Аллах Субханаху ва Тааля этим распоряжается. И далее Аллах Субханаху ва Тааля говорил: «Васаххара шамса валь камар», и Он подчинил солнце и луну, подчинил во благо своим творениям. Он подчинил солнце и луну во благо своим творениям. То есть смена дня и ночи происходит для чего? Для того, чтобы людям было легче и проще жить. Если бы всегда был только день, было бы сложно. Если бы была только всегда непроглядная ночь, тоже было бы тяжело. Однако Аллах Субхану ва Тааля по своей милости сменяет их. День – это время для дела, для действий, для приобретения пищи, для получения знания, для заработка. А ночь – это время сна, время отдыха. И эти дни и ночи также они в зависимости от времен года то удлиняются, то сокращаются, в чем тоже также является милость. Ведь сокращение дней, оно дает возможность людям совершать определенные виды поклонения ночью.
И удлинение дней дает нам возможность больше уделять времени приобретению ризка. Например, как раз-таки лето – это сезон чего? Сезон огорода, сезон урожая, сезон посевов, сезон действия. Если бы летом дни были такие же короткие, как и ночью, люди бы не смогли запасаться на зиму тем же продовольствием и так далее. То есть во всем этом, что происходит, в том, что день сменяется ночью, то, что в зависимости от времени года день становится длиннее или короче, в этом всем проявляется милость Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, и Его могущество. Таким образом, говорит, «Саххара шамс валь камар», Он подчинил солнце и луну во благо своим творениям. «Куллун яджри иля аджалин мусамма», и все движется до определенного срока. Это указание на то, что и Земля, и Солнце, они движутся по своей орбите. Еще 1500 лет назад пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, было ниспослано слова Всевышнего, где было указано, что небесные тела, они не стоят на месте. А что они делают? Они движутся. И что интересно, здесь применяется глагол «яджри», что означает «движутся быстро», «двигаться быстро». И на сегодняшний день, да, как говорят представители науки, что, к примеру, Земля вокруг Солнца, да, или Земля движется со скоростью 107 тысяч километров в час, а Солнце вообще движется со скоростью 720 тысяч километров в час. А хотя, если мы посмотрим, да, мы эту скорость, можно сказать, даже не замечаем. Однако Аллах Субхану говорит, яджри, они движутся очень быстро. Или аджалим мусамма, до определенного срока. До какого срока? До дня, когда все это остановится. До дня судного дня. Как Аллах Субхану Тааля говорит, «Ида шамсу кувират», в этот день солнце, оно скрутится. Солнце скрутится, оно перестанет существовать. Оно двигалось миллионы лет по своей орбите, но как только придет назначенный Всевышним срок, все остановится. Даже такие великие небесные тела, которые всегда с нами были, они остановятся. В один миг ничего не останется. Что же говорить уже о человеческих жизнях? Далее Аллах говорит, «Ваанна Аллаха бима та'амалуна хабир», и Аллах знает о том, что вы совершаете. Аллах знает о том, что вы совершаете. Здесь как раз связь со словами «движется до определенного срока». Солнце и Луна движутся до определенного срока, жизнь продолжается до определенного срока, и Аллах знает о том, что вы совершаете. То есть ваша жизнь движется для определенного срока, но когда этот срок наступит, вы предстанете перед Аллахом и будете отвечать за свои действия. И Аллах знает о том, что вы совершаете. Ничто от Него не утаится. Ни днем, ни ночью. В следующем аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Залика бианна Аллаха хуаль хакк, ва анна ма ядауна мин дунихи аль-батил, ва анна Аллаха хуаль алийюль кабир». И это все потому, что Аллах, Он истинный. А все, к чему вы взываете помимо Него, является ложным. И Аллах, Он возвышенный и великий. Это все. Это возвращается к предыдущему аяту. Что имеется в виду? Смена дня и ночи, движение Солнца и Луны, движение, действия, которые происходят во Вселенной, это все потому, что Аллах, Он истинный. То есть над всем этим властен лишь Он. А все, что к чему вы взываете, это ложно. То есть они не способны распоряжаться в этом мире ничем. Те божества, к которым вы обращаетесь с мольбами, будь то небесные тела, некоторые, да, группы людей обращаются к той же Луне или к тому же Солнцу, или обращаются к некоторым животным, или обращаются к некоторым умершим, или обращаются к различным идолам, статуям, и к чему только люди не обращаются за помощью. Но логически, если подумать, все это, оно само является сотворенным. Оно никак не может повлиять на стечение времени, никак не может изменить ход дня и ночи, ход Солнца и Луны. И Аллах Субхану Тааля вот здесь вот приводит этот логический довод. Все в этом мире происходит лишь по воле Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Так почему же вы вместо того, чтобы обращаться к Нему за помощью, вы идете и вызываете к тем, которые сами подчинены воле Всевышнего Аллаха Субхану Тааля?
В этом и является само заблуждение и ошибочность ширка, многобожия. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля ширк назвал «зульмун азим». «Инна ширка ля зульмун азим». Воистину, многобожие является великой несправедливостью. Почему? Потому что в этом мире есть лишь один Творец, который распоряжается всеми творениями. Все, что помимо него, является сотворенным. Но порой человек это сотворенное ставит на один уровень с Творцом. Каким образом? Поклоняясь этому сотворенному, обращаясь к этому сотворенному с мольбами за помощью, уповая на это, страшась этого. И таким образом он, сотворенный, поставил на один уровень с Творцом. Сотворенный, который никак, ни на что не может повлиять, у него нет никаких божественных качеств, у него нет никаких качеств господства, оно не способно ничем управлять в этом мире, само нуждается в помощи, как Аллах Субхану ва Тааля говорит: если бы все те, кому вы вызываете, собрались для того, чтобы создать мухи, они бы не смогли этого создать. Если бы собрались, они бы даже не сотворили мухи. Если даже муха у них заберет что-то, они не способны будут это вернуть. Какой-то истукан, статуя, которая совершает тысячи людей паломничество, да, на нее может птица сесть, нагадить. Да, какое-то подношение, которое поставили, муха прилетит, заберет. И этот истукан, он не сможет ничего даже сделать. Как Аллах Субханаху ва Тааля приводит разумные логические доводы на заблуждение тех людей, которые приводят к Аллаху сотоварища. И здесь тоже еще один довод. Все, что в этом мире, движение дня и ночи, солнца и луны, все по воле Всевышнего Аллаха. Ведь Он истинный Бог, истинный Илях. И лишь истинный Илях заслуживает того, чтобы Его обожествляли, Ему поклонялись и Ему покорились. А все, что помимо Него, к чему взывают люди, это ложное и на что не способны. Да? Так же, как в киссат Ибрахим, когда Ибрахим, алейхиссалям, спорил с царем, что произошло? Царь говорит: что может твой Господь? Ибрахим алейхиссалям говорит: Рабби аллади юхи ва юмит. Мой Господь, Он тот, который умерщвляет, и тот, который оживляет. Тогда царь приказал своим слугам привести двух людей, одного из них убить, другого оставить в живых. И он говорит: ана ухи умит. Видишь, я тоже оживляю и умерщвляю. Гордец, горделивый царь, который возомнил себя Богом. И тогда Ибрахим алейхиссалям что говорит? فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Тогда говорит: слушай, Аллах выводит солнце с востока, выведи его с запада. И что говорит Аллах? فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. И тот, который был неверующим, этот царь, он что? Замолчал. Он остался уже без каких-либо доводов. И вот этот аят также явным доводом является на то, что в этом мире все происходит по воле Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Так как же можно обращаться за помощью к кому-то помимо Него и поклоняться кому-то помимо Него? И далее Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Анна Аллаху аль-алийюль кабир». И Он, Аллах, воистину возвышенный, и Он самый великий. Нет ничего и никого величественнее Него. Все Его повеления, все Его действия, они величественны и первостепенны, первоочередны для Его творений. Здесь хотелось бы немножко обратить внимание на то действие, которое мы постепенно совершаем, каждый день совершаем. Это, вставая на намаз, мы говорим «Аллаху Акбар», такбиру ли харам. В чем смысл и суть этого такбира? Почему намаз мы начинаем именно с этих слов? Аллаху Акбар. Аллах велик. Таким образом, мы проявляем то, что мы оставляем все наши мирские заботы и мирские дела, потому что важнее всего этого – это Аллах Субхану ва Тааля. И вставая на намаз, мы именно с этого и начинаем. У нас есть семья, у нас есть работа, у нас есть дети, у нас есть какие-то дела, возможно, какие-то встречи, там, тренировки, еще какие-то различные заботы полно, но мы все это оставляем и говорим «Аллаху Акбар, Аллах велик».
все это ничтожно, все это никакого смысла не имеет, все это никакой пользы от этого всего нет, лишь Аллах Субханаху ва Тааля, Он самый величественный. И самое важное для человека – это заслужить его довольство. Вот в чем смысл слов Аллаху Акбар, когда мы встаем на намаз. И это же понимание вот этого дает нам, скажем так, дает нам смиренность в намазе. Понимание слов Аллаху Акбар перед намазом, осознание этих слов – это является одним из способов заполучить смиренность в намазе. То есть словами порой некоторый человек говорит «Аллаху Акбар, Аллах велик», но в то же время он в намазе все еще продолжает, что? Те же самые дела, действия, они у него не отрываются, они у него в голове остаются, он продолжает решать свои жизненные проблемы, продолжает с кем-то спорить внутри намаза, да, решать какие-то задачи, да, планировать что-то наперед, на сегодня, на завтра и так далее. Получается, он словами сказал «Аллах велик», он величественнее всего, все это не важно, но в то же время в намазе он все еще с этими делами. Потому что он как раз-таки не понял смысл слов вот этого «Аллаху Акбар», «Такбиратуль ихрам». Теперь же, да, после осознания это, да, надо стараться перед каждым намазом вот эту мысль в себе воспроизводить. Я встаю на намаз и все оставляю. Все заботы, все трудности, все это не важно. Аллах велик. Это самое важное. В следующем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Алям тара анна аль-фулька таджри фил бахри бини'мати Аллахи лиюриякум мин аятихи, инна фи залика лааятин ликулли саббарин шакур». Разве ты не видишь, что корабли плывут по морю по милости Всевышнего? Для того, чтобы указать вам на его знамения. И воистину, эти знамения, пользу от них получают лишь терпеливые и лишь те, кто благодарит Всевышнего. Разве ты не видишь, что корабли плывут по морю, движутся по морю по милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля? О какой милости идет речь? Что за милость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в том, что корабли движутся по морям? Тут знамение, указывающее, во-первых, на знание Всевышнего Аллаха, Его могущества. То, что Он сотворил этот мир так, что эти корабли, они не тонут. Да, дерево изначально, да, когда были суда из дерева, дерево с виду, оно тяжелее, плотнее, чем вода. Но в то же время дерево, оно не тонет в воде. И более того, сегодня, если мы посмотрим, суда производятся из металла. Если мы металл опустим в воду в ванной, сразу же пойдет ко дну. Но Аллах Субханаху ва Тааля сделал законы такими и вложил в ума людей такие конструкции морских судов, что они не тонут в воде. Эти большие баржи торговые, которые перевозят сотни тонн грузов, они не тонут в воде, субханаллах. И что интересно также по поводу грузоперевозок, ученые тоже это подмечают. Милость Аллаха также в том, что Он окружил материки морями и океанами, что облегчило людям перевозки тех товаров и нужд из одного места в другое. И это действительно так. Если, к примеру, взять мировой товарооборот, то говорят, что 80% мировой торговли перевозится именно морскими судами. На поездах ты такие огромные тонны груза не перевезешь. На самолете тем более это все затратно, долго и тяжело. Но эти суда, контейнеровозы, они огромные грузы с одного материка на другой везут, субханаллах. Это есть милость Аллаха субхану ва тааля и облегчение для Его творений. Это тоже подмечается учеными. «Льюриякум мин аятихи» для того, чтобы показать вам свои знамения. Показать вам свои знамения. Что такое знамение аят?
Это слово нам уже встречалось. Аятун, знамение. Наверное, правильнее даже дословно перевести это как указание. Слово аят это переводится как указание. Указание на что-то, знак. И мы, применяя это слово аят, применяется у нас в двух смыслах. Первое это аят Корана, и второе это аяты в мироздании, которое нас окружает. И вот именно на эти два аята Аллах Субхану Тааля в Коране указывает. Аяты в смене дня и ночи, то есть указание на Творца этого всего. И именно в этом смысле аяты Корана названы аятами. Почему аяты названы аятами? Кто-нибудь задумывался? Да, мы привыкли. В Коране есть суры, и суры состоят из аятов. А почему аят называется аятом? Аят, как мы сказали, переводится как указание, знак. Так вот же, аяты Корана, они сами по себе являются указаниями, да, знамениями, доказательствами того, что есть кто-то, который эти аяты не спаслал. То есть каждый аят в Коране, он является указанием на Творца и Создателя. Каждый аят в Коране, он является знамением и чудом, прочитав который человек поймет, это слова нечеловеческие. Несомненно, они были произнесены Творцом и Создателем. Поэтому аяты в Коране тоже именуются аятом, ведь каждый аят указывает на Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, на Его величие и Его существование. Но пользу от этих аятов извлекает не каждый. Люди тысячи лет передвигаются по морям, по океанам, но не все из них уверовали. Пользу извлекает лишь куллю саббарин шакур, каждый саббар, проявляющий терпение, частое терпение, постоянное терпение, и тот, который благодарит Всевышнего Субхану ва Тааля. Здесь Аллах этими двумя качествами описывает кого? Описывает своих верующих рабов, указывая на два качества, которые в них есть. Это надежда и это страх перед Всевышним Субхану ва Тааля. Они проявляют терпение, сабр, потому что страшатся Аллаха Субхану ва Тааля, Его наказания. И этот страх удерживает их от посягательства на запретное, от совершения грехов. И этот страх удерживает их от проявления недовольства тем, что тебя постигло. В жизни разные тяжести, трудности приходят, но однако человек проявляет терпение, страшась наказания и гнева Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И верующие, они благодарны Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, ведь они надеются, что Аллах одарит их еще большим. Верующие терпеливы, когда их постигает трудность, они страшатся Всевышнего Его наказания, и верующие благодарны Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, когда у них все хорошо, и они надеются, что Аллах еще прибавит им больше. И только вот эти верующие люди способны постичь знамения Всевышнего Аллаха и извлечь из них пользу. И завершая эту мысль, Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Но когда же их накрывают волны, подобные горам, которые покрывают своей тенью, دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, они обращаются к Аллаху искренне к Нему просят помощи. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Но когда же Аллах Субханаху ва Тааля выводит их на сушу, спасает их, среди них что? Кто появляется? Они делятся на две категории. Одни из них становятся умеренными, да, муктасид. Прям так и можно перевести. Умеренные. Только что он обращался ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, молил о помощи и спасении, но как только он спасся, он стал уже умеренным. Что значит умеренным? То есть он как будто вроде бы и верующий, а вроде бы и неверующий. Он соблюдает некоторые требования, когда ему нужно, а когда не нужно, он ничего не делает. А другая же категория — это абсолютно неверующие, которые только что уповали на Всевышнего Аллаха, а потом совсем забыли и перестали в Него веровать, вернулись к своему неверию и многобожию. Как Аллах говорит: «Вама яджхаду би аятина илля куллю хаттарин кафур».
и отвергают наши знамения только неблагодарные изменники. Смотрите, как их Аллах назвал. То есть, когда им нужно, они обращаются к Аллаху Субхану ва Тааля и обещают, там много чего обещают. Все, я исправлюсь, я встану на намаз, я начну выплачивать милостыню, я буду держать уразу. Но как только немножко облегчение придет, они все сразу оставляют. Это те, которые заключают договора и потом нарушают эти договоры. Хаттар, которые изменники, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. Таким образом, вот эти 4 аята, которые мы с вами сегодня прошли, этими аятами Аллах Субханаху ва Тааля указывает на свое величие и могущество и на знамения, которые нас вокруг окружают. И то, что каждое это знамение, пользу от них извлекает лишь верующий, который страшится Аллаха и который уповает на Него. Но также из последнего аята хотелось бы сделать одно указание. Смотрите, Аллах Субханаху ва Тааля, Он помогает этим неверующим, когда они попадают в шторм. На что это указывает? Это, конечно, указывает на Его милость. Аллах Субхану ва Тааля знает, что они, выйдя на берег, все равно вернутся к своему неверию, все равно вернутся к своему многобожию. Но Аллах Субхану ва Тааля помогает своим творениям. Это удивительная милость Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. На этом мы завершим. Субханак Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.